Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Виктор Иванович Козадой, историк, доктор исторических наук из Новосибирска, Россия. Вы одну книгу написали в прошлом году, выпустили «Кыргызский князь Эренек», и сейчас заканчиваете большую книгу про кыргызскую древнюю цивилизацию в Сибири. Да. Да. Когда она выходит, эта книга, примерно? Ну, трудно сказать. Но постараюсь в этом году, к концу года. У меня, как депутаты в 3 чтениях закона принимают, так и я свою работу у меня тоже в 3 чтениях. Первое чтение у меня сделано. Ну, такой вот том громадный получился. Первый том – это набивка, концепция определенная. Я там разработал свою концепцию и веду доказательства. Второе чтение – это доработка, наполнение, там, изменения, что-то убрать, что-то добавить. Ну, а третье чтение – это уже чисто такие, после того, как посмотрит рецензенты, научный руководитель, уже больше там стилистика, так сказать, чтобы там слова совпадали, там еще чего-то такое, как бы ругательные слова убрать, как бы, если попадут какие-то в порыве страсти, так сказать. Написано. Да. Главная идея какая книги? Главная идея, как бы у меня там, как рабочая версия, я выдвигаю 2 положения о существовании непрерывной кыргызской государственности в Сибири на протяжении 19 веков. Что это 19-вековая история государственности, начиная с конца 3 века до новой эры по начало 18 века, уже наша эра. Вот 19 веков история. И вторая идея о наличии и существовании древней локальной цивилизации. Локальная цивилизация, это исходя из теории цивилизации, что вот была такая цивилизация у киргизов. Вернее, киргизы были носителями. Цивилизация была в Сибири. И вся эта работа, я сначала вначале выдвигаю вот эти 2 тезиса, а потом вся работа, она, как положено в монографии, она строится на систему доказательств, что вот по государственности, по цивилизации. В конце у меня будет вывод о том, что да, можно считать доказанным, я считаю, что было доказанным, что 19 веков вся государственность была. Это очень большой срок, на самом деле. Конечно, 1900 лет, да? Да, Римская империя, говорю, 13 веков, Византия 11 веков, все остальные там еще меньше, как бы. А здесь 19 веков, это... Там, конечно же, надо понимать, что государственность древняя, она отличается от государственности современной, но тем не менее, как бы, исходя из тех критериев, которые есть в науке, применительно даже к древнему государству, они все налицо, на мой взгляд, как бы, как исследователи, они все налицо. И дальше, конечно, за 19 веков это происходила эволюция, трансформация, хотя это не очень быстро все происходило, но тем не менее, как мы можем все это дело отследить. То есть это было и некая зависимость от более сильных там противников. Автономия, протекторат, тем не менее была автономия. Почему автономия? Потому что были свои правители, было даже свое войско. И даже в ряде моментов внешние торговые отношения, внешняя политика, дипломатия. И плюс очень большой, как бы, промежуток времени, там веками, это полная независимость была, как бы, государства. И я это все отслеживаю, как бы, по этапам, как бы, так сказать. Ну и по цивилизации то же самое. Я сначала, у меня первая глава будет, она такая теоретическая, где я рассказываю, даю определение, что такое цивилизация, что такое государственность, чтобы было понятно, о чем идет речь. В науке так положено, сначала определение понятия, а потом тебе надо было разобраться. Эта тема такая непростая. Почему? Потому что за 2,5 века изучения, когда появился термин цивилизация, и ученые начали работать всего мира, так сказать, так и не договорились до чего-то единого. Нет единого определения понятия, есть только единое направление, так сказать, мысли, действия, как бы, в этом плане. Будем исходить из того, что есть. Я выбрал все эти признаки, критерии,
Потому что главное как, вот сначала даешь определение понятия, потом определяешь признаки, критерии, а дальше, исходя из данных исторических, подходит или нет, систематизируешь их, да? да, потом проводишь сверку, и в итоге делаешь вывод, совпадает или не совпадает, соответствует или не соответствует. Ну, на мой взгляд, это, конечно, там все соответствует, просто будет изложено в письменном виде. То, что вот автономия или протекторат, все это как государство, государственность, наличие государственности говорится, некоторые оппоненты могут сказать, ну это же было подчиненное там хуннам или там, я не знаю, Алтынханам, да, это нельзя считать государством, могут так сказать? Да, сказать могут все, что угодно, как бы, это их право, как бы. Я же исхожу из научных определений, как есть. Есть различные формы. Что такое там государственность? Да, это наличие общей территории, общего населения, объединенного там языком, традицией, культурой, публичная власть. Была публичная власть? Была. Территория была. А тем более, если, например, даже автономия, но было свое войско, а войско... Которое они сами создавали, да, конечно. формировали. Сами вооружали, формировали там, ну, по какой-то там команде сверху, да, принимали участие. Наличие войска — это, ну, как бы силовая компонента, это вообще прерогатива государства исключительно. А у киргизов, по сути дела, на протяжении всего времени было свое войско. Оно тоже трансформировалось, оно тоже изменялось, как бы так все это происходило. Но это очень сильный компонент. Плюс, например, там внешняя торговля, да, когда могли самостоятельно определять. Ну и целый ряд там показателей. И самое главное, что такое протекторат? Ну, признавали власть там верхнего сюзерена. Кого-то. Да. Платили какой-то налог или ИСАК небольшой. А во внутренние дела, как правило, никто не вмешивался. Да. То есть там, поэтому сохранилась династия, все это правили. Потом, ну, были такие традиции, но приходили, чтобы с ними не воевать, да, сказали, ну, лучше откупимся от них, да и бог с ними что-то. А потом послов же они посылали Конечно, другие да, страны. да. Это тоже явный признак, Ну, да? не все, конечно, нет. Ну, международная, как бы, это уже международная субъектность, это само по себе, как бы, в этом плане. Да, мое же дело написать и обосновать. А дальше, кто не согласен, как бы, ну, пишите сами тогда. Да. Что-то. Или, как говорит мой научный руководитель по диссертации, говорит, ну, напишите лучше, мы же вам не запрещаем, да, как бы. Я высказываю свою версию, я читаю, я изучаю как бы документы, делаю некую реконструкцию, не конструирую, а именно реконструкцию на основе документов. Я прихожу к выводу, что да, это была определенная форма государственности. Я считаю, что я прав. Цивилизация, главные признаки какие? Тоже территория, язык, наверное, очень важен, да? Там целый ряд, значит, у разных ученых там есть от 3 до 10 признаков, самые разные, как бы. Но основное это вот наличие собственной письменности, наличие городов, духовная жизнь определенная. Ну и дальше там есть как бы опять внешняя торговля, навыки обработки металла, навыки там математики, других как бы данных там. У кого-то есть там, масон, он говорил, что должны быть архитектурные, монументальные как бы строения каменного такого типа, что это вот на примере как бы Древнего Египта, там пирамиды. Вот а если не каменные, то что? Нет цивилизации? Я поэтому и написал тоже у себя, говорю, что там вот 10 критериев, да, по 9 киргизы, могу сказать, мои киргизы попадают, а по одному вот такие монументальные камни не попадают. И я тогда начал рассуждать и говорю, собственно говоря, что это за критерий такой? В Египте понятно, почему строили, там не было леса, поэтому они вот делали кирпичи там из, ну или глыбы эти из известняка и строили. В Сибири все, что можно было сделать из леса, делали из леса. Это абсолютно очевидно, как бы, и понятно, как бы. Что такое камень? Это ведь всего лишь навсего стройматериал. Он никак не может быть признаком цивилизации. Да. Потом, даже в том же Египте, они же не постоянно строили эти пирамиды.
Там был просто какой-то ограниченный промежуток времени, а большую часть истории они не строили ни пирамиды, ни эти храмы. Почему? Потому что это же все нефункционально. Пирамиды, они десятки лет строили, как бы, собственно говоря, для того, чтобы сохранить одного, ну, пусть фараона, но все равно человека. Храмы — это тоже нефункционально, это поклонение божествам. У киргизов совершенно другая культура была, другое мирозрение, миропонимание. Вот эти храмы им не нужны были. Они могли напрямую с небом общаться, как бы в чистом поле, как бы выходить на прямая связь. То есть у них не было такой необходимости постройки таких храмов. И я прихожу там к выводу и себя указываю, говорю, ну, если это было у Древнего Египта, то это не обязательно, что во всем мире в основном должны следовать только так, как жили египтяне. Это абсолютно неправильно. Взять, например, Индия, у них тоже цивилизация. Так у них тоже до 3 века, до новой эры, не было ни храмов таких, ни монументальных строений, и письменных источников не было. Все эти сказания, только легенды. Но никто не отрицает, что это была цивилизация. Вот, то есть этим можно, киргизам нельзя. Понимаете, вот очень интересно, как бы. Интересно. Но у меня даже, может быть, не столько как бы киргизы, я прошу прощения, сколько Сибирь. Вот такое предвзятое отношение, но оно давно как бы существует, как бы в этом плане. У меня просто, видите, тут совпадение. Мне-то больше, конечно, истории Сибири, но носителями были киргизы, я уж никак не могу от этого отойти. Как-то вот укоренилось такое, что после завоевания Ермака только как будто бы Сибирь появилась, а до этого там... Да. А до этого тундра была, тайга. Ничего не было, никто не жил. Ну, это тоже можно понять, как бы, если изучать историю вопроса, потому что когда русские поселенцы пришли, там тоже науки не было, никто не понимал. Они встретили, ну, так скажем, к этому времени уже, да, относительно небольшое население киргизское, там буквально несколько десятков тысяч человек было. В основном это были уже кочевники, чего бы уже ушли от оседлого жизни, да, давно уже, да, в силу разных причин. Ну, видели, что вот есть такой народ, как бы истории, естественно, никто не знал, как она глубоко куда уходит, еще что-то. Даже когда началось изучение, вот Миллер первый был, да, это 18 век, история Сибири, у него там первая глава была вступительная, но она заканчивалась эпохой Чингисхана. То есть, а дальше, а что такое Чингисхан? Извините, до этого было еще 1500 лет кыргызская история. Но ее никто не знал. Ну и потом, как бы, да, изучение на такое, да и сейчас, собственно говоря, нехти какой. В основном китайские хроники. Китайцы как-то все это скрупулезно записывают, то, что касается их. А в орбиту попадали разные народы, да? Ну, разные народы, да, как бы по ходу пьесы, все, что... Ну, потому что летописцы, это же в том числе был военный обзор, да, как, как разведка. Надо было фиксировать, какие народы представляют, для какой опасности не представляют, как бы там. Поэтому они фиксировали все это дело. Там, говорит, почему-то они не писали. Но у них не было задачи писать историю кыргызов, как бы, у них были свои задачи. Американские индейцы шутят, оказывается. Мы, говорит, не выписываем метрики родившимся детям, потому что мы считаем, что если раз человек живет, значит, он родился. Ну да, да. Зачем писать об этом? Ну и, естественно, тогда тоже, как бы, вот Миллер тот же самый писал, говорит, что у нас мало источников, потому что сибиряки, ну, того времени, как бы, они завоевывали себе славу там мечом, боевую славу, и меньше всего думали о записях там, как это все происходило. Но это ведь тоже исходит еще от мировоззрения, как бы, просто не считали нужным это, не было такой необходимости. А вот еще признаки цивилизации. Язык был у кыргызов, письменность, да? Письменность была. Да. Вот эта Орхон-Енисейская, она как соответствует? Там надо разделить. Орхон-Енисейская к кыргызам относится, это, конечно, енисейская письменность. И причем по утверждению Малого, она более древняя, чем архонская. Где-то века на 2 даже. А там расстояния какие-то большие, да? Ну, архонская — это Монголия. Нынешняя Монголия. Да, да. Архон — это да, река территория. Архон, да? Там, видите, как когда пришли европейцы,
смотрят, там, ну, буквально это 18 век. Нашли какие-то памятники. Чьи это, кто, никак понять никто не мог. Ну, начали срисовывать, делать. И уже в 19 веке, когда посмотрели, там, опубликовали, европейцы заинтересовались, потому что очень было похоже на руны. Сначала думали, что германские, даже немцы приезжали, что хотели найти свои корни. Вот здесь как бы арийцы, там еще прочее как бы. Потом скандинавы, что это вот скандинавские викинги, это их руны. Ну, потом разобрались, что нет, это все-таки что-то другое. Начали смотреть, и вот когда Ядринцев нашел эти памятники архонские, зафиксировал, и первому Томпсон, а следом за ним Радлов, они расшифровали. Почему расшифровали? Потому что там были непонятные знаки, а с другой стороны были китайские иероглифы. Это вот как ключ. Одновременно, да? Да, да. И они тогда по аналогии как бы стали расшифровывать. Вот первый опубликовал это датский ученый Томпсон, он как бы сделал, а следом за ним Радлов. Они расшифровали вот это архонские эти надписи, а потом начали смотреть. И обычно надпись называют по имени народа, носителя. Но тогда не могли понять, чьи это, кто там. И по местности назвали, да? Назвали по местности, да. Не потому, что там против кого-то было, просто никто не знал, чье это. И если мы посмотрим, например, работы 19 века, то, говорят, вот был какой-то таинственный народ, который был, а потом куда-то таинственно исчез. Ну, у этого народа была высокая культура, там то-то, 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 но никто не мог понять, что это за народ. А местные никто не сознавался, никто не признавал, что это наше. Как бы. Ну, вот проблема была. Потом начали подозревать, что есть отличия между енисейской и архонской. Сначала думали, что это ну, определенное наречие, потому что там знаки отличаются, а потом уже как бы сначала Томпсон, потом Радлов сказал, что эти надписи принадлежат кыргызам. И в своей книге потом Малов, он говорит, следом за Томпсоном и Радловым у меня нет оснований считать это киргизскими надписями. То есть вот самое главное. Он авторитет Малов, да? Или Малов, как безусловно, Малов. Безусловно. Он же во время эвакуации был в Кыргызстане, и здешние лингвисты, скажем так, да, выступили против. Ну, там не совсем так было. Я вот сейчас работал в Санкт-Петербурге в архиве, я специально ездил. Это научный архив Академии наук. И я работал с фондом СИБО. Фонд Малова. Ну, там по-разному. Кто-то говорит Малов, кто-то Малов, как бы. Ну, мне сказали, что Малов. Я работал с его фондом, посмотрел там кучу дел и нашел как раз, что касается этого конфликта, там те, кто выступил против него, это его ученики на самом деле. И там даже не столько они как Юдахин, да, и Батманов, да. Там даже не столько они против выступили, а он написал, что вот это вот, а они занимались другими темами. Они грамматикой занимались, еще чего-то. И говорят, что, ну, типа, нету там доказательств прямой связи вот того языка древнего с современным, как бы, вот этих переходных моментов, как бы, нету. Ну, и типа отмахнулись, как бы. А он, как учитель, он обиделся, что, типа, я вас вот скормил чуть ли не грудью, а вы вот такие паразиты. И я в этом фонде видел несколько писем от одного и другого, где они там, Юдахин говорит, это моя вина, что я вот так вот как бы отнесся, как бы, ну, не придал значения, так скажем. Они не думали, что это, наверное, для него это принципиально важно, так скажем. Но он потом сказал, ничего, ладно. Несколько лет прошло, сказал, ладно, будем дальше вместе работать, как бы так. Там в чем проблема? Понимаете? На самом деле, вот круг специалистов был очень узкий, очень маленький. Там, дай бог, человек 5-10, как бы, мало кто занимался. И поэтому мы с вами повздорили, да, и можно там, там все против пошли, там еще, да, что там против. Потом еще надо понимать, как бы, вопрос-то вот какой, что там 30-е и 40-е годы в языкознании господствовала концепция некого академика Мара, да, которая вообще запрещалась применять сравнительно исторический метод познания языков, что
был какой-то единый язык, там еще, ну, там целая у него там теория такая. И эта идея, она господствовала до 50-го года, пока его там не разоблачили. То есть, по сути дела, с начала 20-х годов до 50-го года не приветствовалось какое-то изучение. Поэтому и Малов очень осторожно говорил, и те очень осторожно, как бы, потому что, ну, во избежание. Потому что даже еще в начале, там в конце 40-х годов, 49-й, начало 50-х годов, там целые собрания были, да, такие пятиминутки ненависти, говорили, что мало, типа, не выступать против академика Мара, надо еще категорически там его поддерживать, там, тра-та-та, а вы тут, там. Ну, то есть, каждый должен был встать и сказать, что да, я вот там за. Но в 50-м году уже это все дело разоблачили, когда там подготовили целую операцию, я так понимаю, и потом уже как пик был, это статья Сталина о вопросах языкознания, где он там в пух и прах разбивает Мара и его сторонников, так сказать. Это он разоблачил, получается, да? Ну да. Ну вот видите, вот такие вот вещи были. И только после этого как бы началось какое-то движение там, ну, но годы были потеряны. Другие признаки цивилизации, вот промышленность, вы сказали, металлургия, да? Или да. Там оросительные системы какие-то. Присваивающее должно быть производство, производящее хозяйство, что в отличие там от первобытного строя, да, где там присваивающее, то есть собирательство, охота, это должно быть производящее хозяйство. Это скотоводство, земледелие. У киргизов, конечно, было бесспорно, это очень сильно развитое земледелие. И не просто земледелие, это было земледелие плужное. И более того, это было, значит, ирригационное земледелие, орошение. Каналы, да? Да, это не араги, это каналы, громадные каналы. И я вот говорю, что такое, многие не понимают этого, как бы, да, так спокойно относятся там. И говорю, канал, чтобы выстроить, это должны быть знания математики, обязательно астрономия, понимание, как бы сделать, высокий менеджмент, потому что эти работы, они требуют коллективной организации труда. Это не одиночки, как бы, они не справятся. Вот, понимаете, там цепляется одно за другое, как шестеренка. Вот когда многие там рассуждают по поводу того, что киргизы были исключительно кочевники, причем испокон веков, на самом деле, если спокойно поговорить, то особых противоречий нету. Киргизы на самом деле были кочевниками, но позже они стали. Там в силу определенных обстоятельств. Это уже, климат изменился. Климат изменился сильный, потом монгольское нашествие как бы добили, когда окончательно все это как бы происходило. Но до этого, там почти 1000 лет, основная масса это были оседлые населения. Вот один из новоположников такой современной исторической науки, да, наверное, Бродвель, это школа аналов французская, он говорит, что надо исходить, как он исходит, у принца такой тотальная история. Что такое тотальная история? Что историю надо рассматривать разные пласты. И первый пласт – это природа, географический фактор, ландшафт, который во многом определяет жизнь человека и общества. Второе – это структура, то есть вот государство, цивилизация. И третье, он говорит, для меня это самое неинтересное, это индивидуальная или ситуативная история. Ну, вот, событийная история, как бы. То, на что мы все главное внимание обращаем. Да, что там вожди, там войны, еще. Он говорит, это самое неинтересное. Говорит, вот первое там. И на самом деле, как бы, во многом-то он прав. Потому что именно ландшафт определяет жизнь общества. Ну, например, никто же там пшеницу в тундре не сеет, да, потому что он там не будет расти. А сам вот ландшафт, если посмотреть, Минусинская котловина, где киргизы изначально были, как прародина, что там было? Там, собственно говоря, для скотоводца, для такого, да, крупного кочевого, там особо места-то нету. Но зато там есть хороший климат, там есть земля, но которая требовалась из-за просто малой влаги орошения. Что, собственно говоря, и производилось, и делалось, как бы. И плюс такие вот условия, там, горы, леса. Вот опять многие современные историки говорят, да, кочевники, но забывают один момент.
Чингисхан как давал команду захватить, в том числе Киргизию. Лесные народы. Лесные народы, совершенно Да, верно. да, да. Но это вроде как бы все знают лесные народы, но никто об этом все равно кочевники. Я не возражаю, как бы, ну, но это позже было, как бы, опять-таки в силу определенных обстоятельств. А если мы так вот эти все пазлы сложим, да, то картина получается совершенно другая. То есть, понимаете, вот это было по тем временам, по классификации, крупное государство с большой численностью населения, от полумиллиона до миллиона, с громадной армией до 100 тысяч человек. 100 тысяч – это огромно. Это громадная армия. Причем 30 тысяч – это тяжелая конница, панцири, там, кольчуги, шлемы. Это, по сути дела, европейские рыцари. Угу. Только если вы возьмете и полистаете историю там, Европы, то вот эти все громадные битвы, которые воспеты в истории, да, то там будет, вот Франция, например, в период там, войны с Англией, она выставила громадную армию, 2000 рыцарей. 2000. Да. У киргизов было 30 тысяч. Вот это тяжелые. Да. конницы. 70 тысяч это легкая конница. Ну, то есть абсолютно несопоставимо. А что такое 100 тысяч войска? У Александра Македонского, который весь мир захватил, да, вот там высчитали, было 47 тысяч войска. 47. 47 тысяч, да. Территорию, которую завладели киргизы, 6 миллионов квадратных километров. Что это такое? Огромная. Римская империя на пике своего могущества это было 5 миллионов квадратных километров. Империя Александра Македонского тоже 5. Вот на этих 6 миллионах может уместилось бы 18 современных Франции и 11 современных Германии. Это просто для масштабности. Я не говорю там о влиянии, там еще вопрос. Но это совершенно другая ситуация, как бы, да. Не так, когда говорят, что вот, я почему говорю, сибирские киргизы, вот енисейские, что в Ордене там возле Енисея там 2 пляжа было, и там вот киргизы какие-то малочисленные там, как один там наш известный историк писал, малочисленные народы там, кочевники там ходили, что совершенно не соответствует действительности, как бы, и другие показатели. Плюс это, значит, было такое общество, да, которое занимались проводящим трудом, где было земледелие, ремесло, добывали руду, плавили металл. Причем это же было не просто добывали металл, они же была Оружие делали. монополия, они продавали это оружие в Китай. Другим, как бы, там самый центр был. И причем эта баллистика, она же была уникальная баллистика, которая там пробивала все, что можно было пробить, и никто не смог этого сделать. Вот, когда мне там коллеги говорили, что полукочевники, то есть полгода человек кочевал, потом приходил, там что-то делал, я говорю, Так не получится. Я очень сильно сомневаюсь. Потом ремесло. Причем не просто ремесло, это же высокохудожественное ремесло. Вот эти знаменитые киргизские вазы, я как-то вот в вашей передаче тоже говорил об этом. Потом ювелирные изделия из золота, из серебра, как бы то, что передавалось по наследству. У нас где-то 1,5 минуты осталось. Очень жалко, что время у нас вот ограниченное, но очень в конце будем года будет книга, и берите, мы читайте, еще будем, да, и будем еще будем. дискутировать. Но главное то, что цивилизация, вы доказываете, что была цивилизация, была Однозначно, культура, да. было земледелие, металлургия, И промышленность. 19 веков. 19 история. веков, это же огромное. Это вам не баран чихнул. Да. Это очень Да. серьезно все. И кочевниками они стали потом, в силу вот этих климатических... И вот вы сказали, Чингисхан разгромил все это, да? Когда пришел Чингисхан, к этому времени киргизы пережили, по сути дела, демографическую катастрофу. Население снизилось практически в 10 раз. Вот буквально, знаете, был такой этап, шел, да, пик, это великодержавие, и всех уже победили живых, но здесь вот климат, с которым уже оказалось бессильно, и был такой период большой, начались мощные миграционные потоки, люди начали в разные стороны расходиться, ну там разные причины были, но это тоже одна из них, как бы. И вот там, где ядро, осталась буквально 10-я часть. И когда уже монголы пришли, там уже, особенно там сильно-то и сопротивляться, казалось бы, некому было. Но тем не менее, они почти 100 лет постоянно проводили восстания. Ведь киргизы народ очень уникальный. Ведь очень многие народы Чингисханом, они были либо
истреблены, либо им посадили свою правящую династию чингизидов. А киргиза нет. Не было чингизидов. Не Да. было, да. Да. То есть это У нас тоже время, уникальность. к сожалению. Это тоже очень важный вопрос. Отдельно можно об этом говорить. Почему кыргызы не допустили чингизидов у себя к власти, да? Сильный Спасибо вопрос. вам. Спасибо Вам вам большое. У нас в гостях был Виктор Иванович Казадой, профессор из Новосибирска, который пишет книгу о древней кыргызской цивилизации. Она вот-вот, книга должна выйти. Надеюсь. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.